Еще раз здравствуйте. Уважаемые коллеги, по грантовой деятельности. Наша цель была замотивировать вас, принимать участие в разработке проектов и не бояться подавать заявки на гранты. Сделали небольшой срез за 2021-2022 годы именно по муниципальным библиотекам, чтобы посмотреть, кто наши грантодатели, кто поддерживает ваши проекты и какие вообще проекты вы подавали грантодателям. В 2021 году я хотела обратить внимание, если вы будете смотреть грантодателей, что они меняются из года в год, немножко трансформируются. Основной грантодатель в 2021 году был фонд президентских грантов, и в рамках него была спецноминация в области культуры и искусства. В 2022 году мы увидим, что у нас уже появился президентский фонд культурных инициатив, который как раз из этой спецноминации появился. Здесь представлены по грантодателям те проекты, которые были поддержаны различными центральными библиотечными системами, поданные. 2021 год. Он вообще был самый насыщенный, наверное, на гранты, выигравшие. Это уже наши региональные. Тоже обратите внимание, в 2021 году был проект «Народный бюджет», и очень много ваших инициатив было поддержано именно в рамках данной инициативы. Грантовая поддержка Министерства национальной политики. И еще был у нас конкурс «Северная мозаика» от депутата Государственной Думы Ольги Викторовны Севастьяновой. Тоже несколько проектов попали именно в рамках, получили поддержку в рамках этого гранта. Паул Лукойл появился тоже, у нас на рынке. Газпром, Трангаз Ухта, я так понимаю, он регион, конкретный район поддерживает. Фонд «Серебряная тайга», и осуществляется поддержка еще муниципальными образованиями, то есть администрациями ваших районов. Тоже можно посмотреть. В 2022 году президентский фонд культурных инициатив, то есть уже не фонд президентских грантов, а наш грантодатель – президентский фонд культурных инициатив. Здесь тоже достаточно большое количество, православная инициатива. И несмотря на то, что мы все время говорим, что Потанин не поддерживает библиотечные проекты, мы видим, один все равно выстрелил. Через книгу «Добру», прошу прощения, «Библиомузей Сыктывдина», он попал. Далее, гранты главы Республики Коми поддержаны. Наталья Арсеновна сегодня нас побуждала тоже к тому, чтобы мы писали проекты, что будут номинации, количество проектов будет сокращено, но будет увеличена сумма. Я немножечко ниже скажу, какие там числа. И конкурс Паул Лукойл аналогично поддерживает тоже наши инициативы. На муниципальном уровне тоже на отдельном слайде выведено. 2023 год немножко сложно. Мы промониторили все ваши группы ВКонтакте и сайты, но нашли пока только 2 проекта. Вполне возможно, мы писали, например, в президентский фонд культурных инициатив, писали летом. Мы пока еще не знаем, выиграли мы или не выиграли. Возможно, вы тоже подавали заявки, но пока они здесь не представлены, потому что мы не знаем результата. И точно так же по многим другим. А теперь я бы хотела показать вам грантодателей. Есть такая платформа, называется «Гранты РФ». Минус с нашей точки зрения, здесь представлен регион одним грантом. То есть Республика Коми представлена только грантом при поддержке инициатив в рамках номинации по гражданскому обществу, Министерство экономического развития грант. Все гранты, которые связаны с областью культуры и искусства, они здесь не представлены, но здесь очень много федеральных грантодателей, фондов, которые поддерживают инициативы в области культуры, их можно посмотреть. Я сделала список федеральный и региональный. На этом слайде федеральные гранты, те, которые нас поддерживали или поддерживают, либо те, на которые мы можем обратить с вами внимание. Посмотрите, нижний, фонд Тимченко хотела обратить внимание, видите, он у меня отдельно стоит. В его рамках крутится несколько грантов. У него целый фонд, и он гранты подает на его финансирование, существует несколько фондов. Это «Добрый город Петербург», «Хорошие истории», «Серебряный возраст», фонд Тимченко, это все одна и та же, скажем, структура. И поскольку сейчас очень продвигается на государственном уровне проект финансовой грамотности, последний грант, тоже посмотрите, всероссийский конкурс проектов библиотек в области финансовой грамотности, тоже его имейте в виду. Это грантодатели республиканские, грант главы, причем есть грант главы для учреждений, то есть там нет
ограничений в физическое лицо подает юридическое лицо, НКО или бюджетное учреждение, есть только для социально ответственных, социально ориентированных некоммерческих организаций, Министерство экономического развития, Миннац, субсидии из муниципальных образований, о которых мы с вами говорили, и по Лукойл. Нижние представленные – это те, которые журят те проекты, которые мы уже реализовали. То есть если вы хотите получить какую-то поддержку или какую-то престижную, не знаю, диплом, да, о реализации вашего проекта, вот ниже представленные 3 конкурса, они не дают вам денег, но они дают определенный вес вашим проектам. Вот их можно посмотреть. Да. Презентация тоже будет. Я прошу прощения, что мелко, попыталась в один слайд все впихнуть. Здесь прописаны наши грантодатели и примерно ориентировочно, чтобы вы знали, когда они запускают свои грантовые заявки, свои грантовые конкурсы. Фонд президентских грантов 2 раза в год. Там есть ограничения, тоже посмотрите по положению. Если вы сейчас реализуете проект, нужно, чтобы он завершился за сутки до начала следующего. Иначе у вас сразу же на первом этапе заявка будет отклонена. Вот. Ну и все остальные тоже смотреть, конечно же, положение и так дальше. И еще хотела остановить внимание, перед тем, как Татьяна Николаевна выйдет, по нашим региональным грантам можно провести статистику и понять, по какой причине отклоняются заявки. Среди самых популярных на грант главы в области культуры и искусства, где вы можете получить от 150 до 200 тысяч, причины отказа следующие. Это нарушение сроков, несоответствие заявленного проекта номинации, отсутствие согласия учредителя, мы просто в пакет документов не кладем его, неполный пакет документов, нарушение к требованиям к документации. То есть достаточно формальные признаки, да, получается, нужно просто нам быть внимательней. Вот. И у гранта главы есть номинация «Сохраняя традиции», это библиотека в новом формате и книжные традиции. Вот. И, собственно, для того, чтобы нам принять в этом участие, нужно посмотреть рекомендации, которые само Министерство культуры для нас предоставляет, они все указаны в положении. Поэтому я желаю всем удачи и не бояться пользоваться нашими грантодателями и получать и выигрывать те заявки, которые мы подаем. У нас Татьяна Николаевна Алифир расскажет немножечко про особенности подачи заявки на грант президентского фонда культурных инициатив. Я передаю ей тогда микрофон. Отсюда буду. Коллеги, прошу прощения, да, Ольга Рудольфовна подсказывает, забыли. У нас с конца декабря в штате библиотеки появляется новый специалист по проектной деятельности, которая также проходила обучение в рамках Президентского фонда культурных инициатив, и ее основной задачей будет консультирование муниципальных библиотек при написании заявок на гранты в Фонд культурных инициатив. Поэтому немножко позже мы обязательно с ней вас познакомим. Добрый день, коллеги. Я хочу начать с того, что в этом году приняла участие в региональной образовательной программе Президентского фонда культурных инициатив, и это был 3-дневный интенсив. Сейчас речь пойдет о самом-самом важном. Вот. Но для того, чтобы начать, я хотела спросить, вы вот сами как руководители принимаете какое-то участие в составлении заявок, в написании, может быть, вы их инспектируете? Подпись все ставят в конце заявки. Просматриваете содержание, инспектируете, да? Вот, сами пишете, это был второй мой вопрос, пишете сами, генерируете идеи и, допустим, сгенерировали, передали сотрудникам. Вот, поэтому я думаю, что, да, информация будет для вас важной и полезной. Начнем мы со статистики. Вот такая статистика я собрала, самая-самая. В 2021 году указом президента был создан этот фонд, он выделился из президентского фонда. Состоялось за это время 11 конкурсов, у них обычно 2 идет основных конкурса в год, и плюс еще специальные конкурсы. В прошлом году это было 3 конкурса, в этом году 1, это связано с СВО, с присоединением новых территорий и так дальше, такие конкурсы. Всего за это время было подано почти что 65 тысяч заявок. А поддержано 6319. Какая конверсия возникает? То есть каждая 10-я заявка, да, она побеждает, выстреливает. Вот. Мы сейчас это запомним, потому что потом нам эта информация пригодится. Что? Нет, каждая 10-я. Каждая 10-я. Объем поддержки составил больше 20 миллиардов рублей.
Средняя сумма гранта 3,4 миллиона рублей. Понятно, что здесь есть и маленькие, да, проектики до 500 тысяч, есть очень большие. Надо сказать, что это фактически, так как мы работаем в сфере культуры, это наш, ну, один из, наверное, основных грантодателей, в том числе потому, что верхнего потолка запрашиваемой суммы у них нет. Там есть от 10 миллионов и выше. Я видела гранты там за 50 миллионов и даже больше. И немножко остановлюсь на экспертном, ну, экспертный пул они так называют. Это список независимых экспертов. Они находятся в 68 регионах, то есть почти все регионы, во всех регионах есть эксперты. Вот. Что про них я хотела сказать. У нас в каком-то году, года, наверное, 3 назад или 4, прошла информация, что как будто бы на первом этапе наши грантовые заявки проверяет искусственный интеллект, да? Некий робот, который по ключевым словам понимает, подходит заявка или не подходит. Вот я прям специально спросила, когда обучалась, есть такое или нет. Они громко смеялись хором и сказали, конечно, такого нет. Все заявки проходят через экспертов. И там технология такая, что каждую заявку рассматривает 2 эксперта. Эти эксперты не могут оценивать заявки своего региона, чтобы не было заинтересованности. Вот. И если оценки у этих экспертов плюс-минус близкие, допустим, заявка набрала у одного 47 баллов, у второго 50, ну плюс-минус 3 балла, то тогда делается среднее значение, и эта заявка с этим значением участвует в конкурсе. Вот. А если разница очень большая, например, 45 и 60, разница большая, тогда назначается 3-й эксперт, и потом экспертная комиссия смотрит эту заявку после 3-го эксперта. Понятно, да? То есть, чтобы минимизировать какую-то там несправедливость. Вот. Так. Ну еще важно, наверное, что эксперты не могут нигде писать или говорить о том, что они являются экспертами этого фонда, для того, чтобы никто не захотел этим воспользоваться. Вот. На следующем слайде мы увидим, мы на нем долго останавливаться не будем, топ-10 регионов России, которые по количеству поддержанных проектов. На первом месте, конечно, города-миллионники, Москва, Санкт-Петербург, и другие регионы можете посмотреть. Можете посмотреть количество заявок, и из них количество победителей. Здесь мы можем сделать вывод какой. Чем там прямая пропорция, чем больше заявок подается, тем больше заявок побеждает. Да? И вот эта конверсия средняя, про которую мы говорили на первом слайде, она не одинакова для разных регионов. У кого-то каждая 7-я, у кого-то каждая 5-я выстреливает, у кого-то каждая 15-я. Вот. Почему? Это зависит от качества заявок. Вот. Мы об этом поговорим еще. Вот это рейтинг активности регионов нашего Северо-Западного федерального округа. И можно закрыть глаза на Санкт-Петербург, да, он очень большой, нам до него не дотянуться. Но мы можем увидеть, что Республика Коми на почетном 7-м месте, да, среди 11 регионов Северо-Запада. Вот, 369 заявок подано, 45 из них победителей. Знаете, какая наша конверсия? Кто хорошо считает? Ну, я уже посчитала, на самом деле, чтобы вы проснулись. 8,2. Ну, то есть лучше, чем средний балл. Вот. И посмотрим сейчас сразу же еще одну таблицу. А здесь уже отфильтровано по столбику сумма грантов. И видите, куда у нас упала Республика Коми? На предпоследнее место. То есть мы за вот это время с 2021 года принесли в бюджет Республики Коми дополнительные 30 миллионов на развитие культуры. Это как бы хорошая новость. Плохая новость, что мы могли бы принести больше. Да? Если бы, о чем это говорит? О том, что заявки мы боимся претендовать на какие-то большие суммы. Средняя стоимость одной заявки, средняя сумма запрашиваемых денег у меня получилась чуть-чуть больше 600 тысяч. То есть, значит, большинство заявок до 500 тысяч, некоторые чуть-чуть побольше. Понятно, да? То есть, помните первый слайд? Кто запомнил? Средняя сумма заявки какая была? 3,5, ну 3,4 там миллиона, да, а у нас 600 тысяч всего. Значит, мы, вывод какой делаем? Мы аккуратничаем, мы немножко не смелые, нам надо быть побойче, вот, для того, чтобы да, подняться в этом рейтинге повыше. Так. Вот. И, кстати, давайте назад вернусь еще. По качеству заявок, вот как раз Марина Валерьевна сказала, что в следующем году у нас появятся специалисты. В следующем году запланировано в рамках проекта «Библиоэкспресс» обучение централизованных библиотечных систем республики именно по грантовой деятельности. Поэтому я вас призываю активно в этом участвовать для того, чтобы повысить качество заявок. Так. Угу.
Вот, ну, эту информацию, наверное, те, кто писал в ПФКИ, знают, да, финансовый коридор, какие бывают по суммам проекты до 500 тысяч, куда вот большинство наших заявок попадает, от 500 до 3 миллионов, от 3 миллионов до 10 миллионов и выше 10 миллионов, и дальше потолка нету, как говорят сами организаторы. И вот это тоже очень важный слайд. Вот смотрите, когда мы пишем заявку, если она у нас не выигрывает, что мы с ней делаем? Что вы с ней делаете? Все? Вы точно. На самом деле, да, на самом деле, ну, есть такие организации, которые свои лучшие идеи хоронят в сундучке идей. Не прошла, мы обиделись, все, не будем больше по этому направлению работать, а кому-то не понравилось. На самом деле мы, когда видим результаты конкурса, нам ведь не прописывают, по какому критерию мы набрали сколько баллов. Они эту информацию не открывают, они показывают только общую сумму баллов набранных. И мы не знаем, за что нам снизили. Может быть, нам снизили за то, что у нас мало партнерских писем, да? А идея классная, идею там снизили на 10. Вот. Поэтому сами организаторы призывают не откладывать эти заявки, доработать, переработать, на следующий год подаваться. То есть это не возбраняется. Из этой таблицы мы видим, что с первой попытки из тех 6, помните, да, 6, почти 7 тысяч, 6 900 заявок победила за этот период с 2021 года. Половина из них победили с первой попытки, каждая пятая со второй попытки, ну и дальше там самые настойчивые по 9 попыток, да, бывает даже, и такое тоже есть. Вот. Какие, вот после вот этой статистики, какие у вас ощущения возникли, какие-то мысли, может быть? Не возникло, вы устали уже. Вот Марина Валерьевна сказала, да, что мы говорим вам о грантах для того, чтобы повысить, вдохновить вас на грантовую активность. Писать надо много, писать надо качественно. Поэтому я думаю, что, наверное, в 2024 году мы всех победим, у нас все получится, потому что у нас будет запущена учеба по этому направлению. Кстати, что надо? Понятно. И я хочу сказать, почему это актуально именно сейчас, потому что уже ПФКИ объявил о следующем конкурсе. Это будет второй грантовый конкурс 2024 года. И старт приема заявок будет с 11 января, да, по 20 февраля. То есть готовиться надо уже сейчас. Теперь давайте, то есть мы сейчас посмотрели статистику, я надеюсь, она вас вдохновила, потому что мне, например, было обидно, что Республика Коми на предпоследнем месте по количеству денег, которые мы взяли у ПФКИ. Вот. Если нам обидно всем будет, то мы повысим эту цифру. Сейчас мы немножко разберемся в деталях. Конечно, 3-дневный интенсив я не могла вам показать сегодня, сделала небольшую выжимку, сейчас посмотрим. Вы видите определение проекта, которое взято из положения об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации. Определение, оно плюс-минус чуть-чуть разнится, но смысл один, да? Что комплекс взаимосвязанных мероприятий направлен на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Да? Мы ограничены там, своим оборудованием, людскими ресурсами и так дальше. Вот. И сейчас важно понять, так как я вам рассказываю только про ПФКИ, да, другие мы сейчас не берем конкурсы, разницу между социальным проектом и социокультурным проектом. Так вот, сейчас, подождите. Ага. Разница будет такая. В социальном проекте цель – это развитие гражданского общества, да, помощь семьям, детям, инвалидам и так дальше. Он призван решить проблему определенной группы лиц. Да, и вот социальные проекты – это как раз куда нам надо идти с ними? Президентский фонд, да, не культурных инициатив. Ага, а у меня еще 10 минут? Да. Но это потому, что мы тогда опоздали. И культурный проект, в принципе, может не решать никакой проблемы, а социокультурный проект, он решает и социальную проблему, и культурную. То есть он на стыке двух предыдущих проектов, да. Он влияет на развитие и улучшение качества жизни в обществе. Условно, если говорить, что, вот, например, у какой-то группы общества нет доступа к каким-либо культурным благам, и нам нужно обеспечить доступ или получить какой-либо культурный продукт на выходе. Понятно, да? То есть, когда мы вписываем в свои проекты, допустим, студия арт-терапии для детей с ОВЗ, да, то это в президентский фонд, это не в фонд культурных инициатив, потому что на выходе у нас не будет культурного продукта качественного, который был бы интересен обществу. Он будет интересен мамам, папам, бабушкам детей с инвалидностью, да, но не обществу, не культуре в целом. То есть вот это должно для нас такой реферной точкой быть. Вот.
Тематические направления вы можете найти на сайте, типы проектов вы тоже можете найти на сайте. Я их вам показываю, только чтобы понять, что развернуться можно, есть где. И вот критерии оценки, сейчас мы быстро по ним прибежимся. Посмотрите, пожалуйста, вот их 10 критериев. Какие 3 вам кажутся самыми значимыми, самыми важными для проекта? Какая? Так, такая версия, еще есть версия? Масштаб. Уникальность. Так, Людмила Николаевна, 5. Еще есть варианты. Нет, на самом деле все важные. Да? Я вот написала, что необходимо набрать от 7 баллов по каждому критерию. И если один критерий вы завалите, да, то сразу же уменьшается шанс у заявки стать выигрышной, потому что минус 7 баллов сразу же. Вот, поэтому на все нужно обращать внимание, но самое важное — это актуальность и общественная значимость проекта, соответствие творческой концепции проекта тематическим направлениям, и вот по цифре 4 уникальность творческой концепции, да, вот сама идея. Быстренько про них я скажу, на остальных останавливаться не будем, это все будет на учебе. Почему они самые важные? Потому что они субъективные, да? Мы их пишем, мы подключаем свои чувства к этому. Да? То есть, например, партнерская поддержка, можно посчитать просто количество писем, есть они правильно ли заполнены и так дальше. Все остальные масштаб описали, там, географию проекта. Вот. А здесь мы включаем чувства и эмоции, поэтому очень важно, как нам организаторы говорили, смотрите, наши заявки читают люди, да, с чувствами, с мыслями. Это люди из сферы культуры, они тем более чувствительные, да, с тонкой душевной организацией, поэтому важно написать так, чтобы они нам поверили, что нас действительно заботит эта проблема, да, что наша команда обеспокоена, что мы хотим реализовать этот проект для того, чтобы улучшить какую-то картину в нашем обществе. Вот, это очень важно. То есть писать нужно не сухим канцелярским языком, а своими словами. Если вы вот посмотрите, есть возможность на сайте посмотреть выигравшие проекты, если вы их посмотрите, некоторые написаны прям таким очень простым языком, чуть ли не разговорным, но чувствуется, что людям эта проблема важна. При этом никто не отменяет, что логика, да, в построении она все равно должна быть. Просто убираем лишнюю терминологию, много пафосных слов, пишем проще и понятнее. Вот. И такой еще момент, остановлюсь на уникальности творческой концепции. Скажите, пожалуйста, сейчас я прям у всех спрашиваю, что для вас уникальность? Вот вы когда знаете, что такой критерий есть, какой должен быть ваш проект? Особенный. Почему особенный? Это на самом деле сложная штуковина, об нее все спотыкаются. Ну вот вы пишете проект, почему он должен быть уникальный? Ну сейчас, ладно. Так сложно, возможно. Значит, смотрите, уникальный, если мы делаем то, что никто никогда до нас не делал. Вот скажите, пожалуйста, сейчас уже 21 век, все придумано, что можно было придумать. Возможно вообще такое? Да? Ну вот, если даже пройтись по выигравшим, да, все равно одни и те же, примерно одни и те же тренды, одним и тем же занимаются плюс-минус люди. Но при этом мы все равно можем выделить свою уникальность. Почему? Проект может являться уникальным и значимым для конкретно нашей территории. Допустим, в соседних регионах везде есть книжные фестивали, а в нашем не было. Да? Не было, мы взяли и сделали у себя книжный фестиваль. Для нас он был уникальным. Понятно, да? Или в какой-то там деревне, там, я не знаю, что не было своего коллектива танцевального. Да? Мы понимаем, что он нужен. Взяли и сделали. То есть танцевальных коллективов много, а в нашем селе не было. Правильно? Вот. Или, например, то есть уже понятно, что все направления плюс-минус известны, но вы предлагаете новые формы, новые интерпретации какие-нибудь, может быть, методы или приемы. То есть все это делают, но мы делаем это вот так, а никто так не делает. Да? И это тоже будет уникальность. Вот. Или еще такая вещь, когда ваш проект создает мультипликативный эффект. Это что значит? Это он масштабируется. Да? Вот у нас алая лента, которая в 22-м выиграла году, она сначала у нас базировалась в 2018 году, фактически, да, я знаю, я заканчиваю, фактически в городе Сыктывкар и там в окрестных территориях. В 22-м году мы проехали с севера до юга, да, зацепляя по пути почти все муниципалитеты от Воркуты, да, Наталья Викторовна не даст соврать. Вот. И да, Краткирос — это самая южная была точка. Когда мы писали на 24-й год, мы еще не знаем, выиграем мы его или нет, но держим пальчики. Когда мы писали, мы думали, что ж такого нового еще придумать. И мы решили по географии пойти, во-первых, вширь. Мы захватили Усть-Вымский район, Сысольский, то есть вот ветку северную не убираем, плюс еще вширь пошли на юге. Плюс еще придумали, что у нас будет ярмарка наша книжная, не просто, а межрегиональная. И в этом тоже уникальность. То есть понятный смысл?
Все, я вот это все пролистываю. Это будет на учебе, если хотите, приходите. Сумма сумма баллов, которая должна быть для запрашиваемой суммы, вы ее видите. Я хочу похвастаться, что наша Алла-лента набрала в 2022 году 82,5 балла. То есть мы могли бы за 10 миллионов да, претендовать, но мы почему-то поскромничали. Вот. Кто может принять, кто не может принять участие. И эта презентация будет, посмотрите потом дома, с чего начать. По QR-коду, когда перейдете, вы увидите список, там есть сайт ПФКИ, там все социальные сети, там социальные сети президента ПФКИ. То, что вам может помочь, там даже есть обучающие подкасты, то, что вам может помочь написать заявку. А вообще мы ждем вас на наше обучение. И вот Марина Валерьевна сказала, что в президентском фонде невозможно подать вторую заявку, пока это не реализовано. В фонде культурных инициатив президентском такая возможность есть. То есть если вы уже реализуете какой-то проект, вы можете подаваться на следующий проект. Понятно? Все, спасибо за внимание. Добрый день. Я расскажу о жизни одной зарубежной библиотеки, и, может быть, этот пример тоже многих вдохновит. Но начну с каких-то бюрократических основ, с общих стратегических направлений, которые, конечно же, мы обсуждаем в рамках ИФЛА, то есть Международной ассоциации, Международной федерации библиотечных ассоциаций, в которые входит и наша, в том числе, ассоциация российская. И ИФЛА выдвигает, как обычно, такой девиз, очень высокопарный: наше видение, сильная и сплоченная библиотечная сфера, способствующая развитию грамотного, информированного и активного общества. Сложно не согласиться. И это основные их направления работы, и в частности они выступают в том числе и как адвокаты библиотек. Это их тоже основная функция — защита библиотек и как пространства, и их ресурсов бумажных, защита интересов в обществе цифры. Думай глобально, действуй локально. Когда-то это было очень популярным лозунгом в бизнесе, в науке. Этот лозунг подхватило и библиотечное сообщество. Я помню, как однажды на нашем Северном культурном форуме Вадим Дуда в своем выступлении его еще раз озвучил. И ничего абсолютно не изменилось с тех пор. То есть, когда мы мыслим стратегически, мы мыслим глобально и при этом пытаемся это на нашу собственную почву укоренить. И каким же образом предлагается мыслить в рамках ИФЛА, в рамках этой глобальной библиотечной структуры? Мы говорим о повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она по-прежнему актуальна. Это авторитетный стратегический документ, который был подписан в сентябре 2015 года в ООН. И он включает в себя 17 целей, 169 задач, охватывая главные приоритеты развития общества по всем направлениям. От гендерного равенства до экологического воспитания. И все эти цели вы видите на экране. И каждая из библиотек, мысля локально, действуя, вернее, локально, по-разному реализует эти цели. Например, в Румынии библиотеки предлагают такую услугу, как помощь в оформлении субсидий для фермеров. То есть они буквально занимаются этим документооборотом, чтобы наладить продовольственную программу в своей стране. Они борются с голодом и бедностью. Или же в Руанде предлагаются женские курсы для женщин, только для женщин, для повышения грамотности, для того, чтобы у женщин были равные возможности в обществе. В Канаде решают такую проблему, как отсутствие отца в воспитании ребенка, младших школьников особенно. И они занимаются, например, проектом, где папы в библиотеке учатся читать и общаться с ребенком. То есть проект, рассчитанный только на пап. В Германии актуальные библиотечные проекты — это интеграция беженцев, предоставление языковых курсов для разных категорий перемещенных граждан. То есть примеров множество. И на сайте ИФЛА можно найти карту успешных таких проектов. Там, например, засветился проект из Башкирии «Читаем с лапками», где собачки помогали в библиотеке детям с расстройством аутистического спектра
мотивировали их и улучшали их навыки чтения и общения. Может быть, вы слышали об этом. Когда же мы здесь вместе собирались и выделяли какие-то стратегические направления, наши библиотекари в Национальной библиотеке проголосовали вот за такие направления. Как вы видите, здесь они отмечены стрелочками, то есть они считают самыми актуальными в будущем развитие непрерывного образования на протяжении всей жизни. И сейчас это уже трансформировалось и не только в непрерывное образование, но и в непрерывную профориентацию на протяжении всей жизни. Виртуальный режим, который все больше становится нормой, развитие гибких навыков, soft skills, которые невозможно замерить, невозможно выдать по ним сертификат, но они являются теми самыми необходимыми творческими навыками, которые помогают решать творческие задачи. И, наконец, важность информационной грамотности. То есть мы признаем, что сегодня не только информационная, но и медиаграмотность, поведение и в соцсетях, поведение в целом в интернете требует определенных навыков, и этому нужно обучать. На этом слайде указаны направления развития стратегические, которые выдвигаются экспертным сообществом за рубежом. Я не буду его зачитывать. Нам интересен как раз вот пример одной библиотеки. Жизнь одной из библиотек, которая попадает в многие проспекты, многие буклеты о примеры инновационного решения библиотечных задач. Это библиотека в городе Дефт в Нидерландах, где-то между Роттердамом и Гаагой расположен этот город. Он известен тем, что там производят великолепный фарфор, королевский фарфор, похожий на нашу гжель. Там родился человек, который написал лучший портрет Северного Возрождения, Ян Вермеер, девушка с жемчужной сережкой, та самая северная Мона Лиза. И там находится одна из самых высокотехнологичных и прекрасных, красивых очень библиотек, посещаемых туристами не только в Голландии, но и зарубежными туристами. Несколько слов о том, как существует эта библиотека, в каком режиме. Как вы видите, часы работы, она открыта с 9 до 11 вечера с одним выходным. Это не означает, что мы, как консультанты, присутствуем там с утра до позднего вечера. Сотрудники доступны только с 10 до 18. Все остальное время библиотека на самообслуживание. То есть читатели сами могут пользоваться услугами библиотеки и всеми ресурсами досуговыми, которые в этом центре имеются. 84 сотрудника, но меньше половины из них работает на полный рабочий день. То есть остальные привлекаются на неполный рабочий день. И это тоже одно из решений, и экономичное, и в то же время каким-то образом рационально организованное распределение нагрузки. 200 волонтеров с лихвой работает там, и 37 самозанятых, то есть индивидуальных предпринимателей, которых они тоже считают частью своего крупного штата. Услуги этой библиотеки не бесплатны. Да, она прекрасна собою, и мы немножко понаслаждаемся и пооблизываемся на эти интерьеры. Как вы видите, здесь зонирование, открытое планирование используется, все прозрачно. Мы видим зал для детей среднего школьного возраста, художественную студию и ателье, которое плавно тоже переходит в читальный зал. И все залы называются какими-то интересными, запоминающимися названиями. Это может быть, например, мегаполис или переулочек такой-то, маленькая оранжевая лампа. То есть они придумывают названия в зависимости от возраста, а не так, как мы это делаем, отдел гуманитарных наук и прочее. То есть как максимально приближено к удобству читателя, то есть симпатичные такие названия выбираются. Возраст читателей по залам делится от 0 до 6, от 6 до 9, от 9 до 14, от 14 до 17 и до 17 лет бесплатный абонемент при посещении библиотеки. То есть эта библиотека выдает книги на дом только при условии приобретения годового членского абонемента, так же как спортзал или в бассейн. И суммы совершенно не космические. Как я уже сказала, от 0 до 17 пользование библиотекой бесплатно, то есть все услуги бесплатно, но только абонемент, только чтобы взять книги, диски, газеты на прокат, вам требуется
оплатить абонемент. 2000 стоит абонемент для пользователей от 18 до 25 лет в год. 2000 в год в пересчете на наши деньги и примерно 4,5 тысячи рублей для взрослого пользователя, то есть 375 рублей в месяц, тоже очень посильно. Причем сумма абонемента зависит от того, сколько книг вы будете брать на дом. Очень строго все расписано. Не бывает так, чтобы один читатель забрал навеки 10 книг. Строго по сумме ты можешь варьировать. Будешь ты читать 4 книги сразу или 8 книг сразу. Это разные суммы. То есть нет фиксированной одной, очень гибко. Можно купить абонемент только на 3 месяца, но это обойдется, конечно, чуть-чуть дороже. Все как в магазине, но, я повторяю, цены очень доступные. И библиотека каждый год обязательно публикует свой доклад в открытом доступе, и я этим докладом тоже воспользовалась. Я покажу некоторые цифры. Все слайды взяты с сайта этой библиотеки. Вы видите, как она оформлена изнутри. Есть очень укромные, тихие зоны. Например, вот эта компьютерная комната для самостоятельной работы на персональном компьютере, или же вот такой большой атриум, огромный зал, где книги с потолка, с пола до потолка. И, к сожалению, перевести из PDF, файла PDF я не могу, но я вам процитирую цифры. Они впечатляющие. В городе Дефт проживает 104 тысячи человек, то есть в 2 раза меньше, чем в Сыктывкаре. При этом количество посещений слева указано 445 тысяч человек в год. Ну, 500 000 почти людей туда ходит. Для сравнения, у нас количество посещений в год запланировано 114 тысяч. То есть в 3 раза меньше Национальной библиотеки. Но это центр, который пошел по пути 3-го места. То есть это не библиотека как таковая, это действительно 3-е место. Ты поработал, ты дома отдохнул, и ты пришел, и все любые свои хотелки удовлетворил, все свои желания по творческому развитию, просто саморазвитию, чему-то научиться и отдохнуть, и пообщаться, все здесь в одном месте. Поэтому этот центр многофункциональный. Он был построен именно из расчета, чтобы сконцентрировать все внимание сообщества на библиотеке. Она такая градообразующая у них. Еще из цифр. 38 посещения, да, здесь цифры разбиты на 445 тысяч, это один центр, и маленький еще филиал 38 тысяч. Читателей. Акцент на читателях от 0 до 17, почти 10 тысяч, 9,5 тысяч читателей, и от 18 и старше 7,5 тысяч. Вы видите эти цифры слева внизу, боксик, там, где нарисована группа людей. Давайте посмотрим, как они ставят акценты тоже в своем статистическом отчете годовом на услугах, оказанных школам. Сверху в разделе «Образование», там почему-то микрофончик указан, 6 тысяч дошкольников и около 5 тысяч за год они обслуживают школьников среднего звена. Это тоже очень солидные цифры. И, наконец, книговыдача. Нам это тоже интересно. У нас годовой план 700 тысяч. Здесь, как мы видим, они выдают 300 с лишним тысяч обычных книг, 36 тысяч электронных и 15 тысяч аудиокниг. Прирост за год составляет 102 тысячи новых книг, поступивших в библиотеки. У них 2600 пользователей, которые следят за их новостями в Facebook, и еще 13 тысяч подписались на рассылку. А в середине, как они назвали, это наш моторчик, наш двигатель. 84 сотрудника, из них 43,5 на полный рабочий день процента, более 200 волонтеров и, наконец, эти 37 ИПшников, которые рисуют, лепят, танцуют, играют на скрипке, и все это в стенах библиотеки. И библиотека очень гордится тем, что более чем на 2000 молодых людей больше записалось в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
Отчет очень красочный, очень информативный и рассчитанный не на министерство или курирующий орган или учредителя, а именно на городского жителя. Прежде всего, библиотека рекламирует на сайте свои вакансии. Всегда нужны сотрудники на период отпусков. Вот предлагаются всевозможные работа на замене, работа волонтеров, где волонтеры буквально подписывают договор о сотрудничестве, стажировки со специальным обучением. То есть это открытые программы для развития для развития будущего поколения. Или среди волонтеров очень много людей старшего третьего паспортного возраста, как мы говорим, тоже, которые нуждаются в социальной интеграции. Как я уже сказала, это многофункциональный центр, и вот таким образом на кубики разбито все, что можно поделать здесь. Перевод через Google, поэтому он выглядит немножко странно. То есть мы кликаем, хотим мы книги или просто расслабиться, порелаксировать, что-то написать, поучиться творческому письму, потанцевать, музыкальное, визуальное, графическое искусство, театр, лаборатории и, наконец, тело и разум, то есть фитнес, йога, все, что хотите. Так это выглядит, если проваливаться во все эти блоки, то есть это все фотографии реальных мероприятий, реальных занятий, которые, как я уже сказала, предоставляются городу на основе бесплатного обслуживания и по абонементу только аренда книг. Посмотрите на организацию зала. Нет книг в книгохранении, все книги в открытом доступе. Для сельских библиотек это неудивительно, конечно, в открытом доступе, а куда еще деваться. Вот. И опять же, все залы организованы я как уже сказала, по возрастному принципу распределены, их много. И в зависимости от возраста мы можем угадать по интерьеру, кто посетители того или иного зала. И теперь об информационных услугах. Конечно, здесь не только развлекаются, здесь не только досуг и общение, не только книги. Это информационный центр. Пункт цифрового правительства. Вся Европа перешла точно так же на госуслуги, но не все ими умеют пользоваться. И, как вы видите, здесь еженедельная услуга, например, по вторникам в такое-то время. Можно прийти и получить любую консультацию, вам помогут с налогами и сборами, с уходом за больным родственником, с студенческими грантами или помогут расскажут, как получить водительское удостоверение, как интегрироваться, если вы приезжий или мигрант, как подать заявление на получение какой-то субсидии или пенсии и так далее. Это все понятно, и этим библиотека должна заниматься. Отдельно центр для молодежи, консультационный центр или информационный пункт, который тоже функционирует на еженедельной основе в определенные часы. И как здесь сказано, бесплатная консультация предоставляется анонимно, советы и помощь по любым абсолютно вопросам. Ни один вопрос, ни одна проблема не считаются безумными. Например, это может быть и секс, и чувства, и соцсети, и денежные вопросы, и проблемы с родителями или другими отношениями. То есть на консультацию можно записаться или прийти просто так. Вот так вот это функционирует как служба и психологической поддержки, и юридической поддержки для людей старше 18. Аналогичная служба, цифровая гостиная для тех, кому нужна помощь в освоении компьютерной грамотности и медиаграмотности в соцсетях. То есть все консультации бесплатны, точно так же регистрация на занятия не требуется. В цифровой гостиной работают волонтеры, которые помогают людям старшего поколения освоить, например, такие навыки, как загрузка фотографий, создание учетной записи или заполнение каких-то форм, сохранение файлов на своем USB-диске и так далее. То есть то, что для других людей просто, для людей другого поколения может быть очень непростой задачей. Вот такой еще пример. Энергетическое кафе, работающее тоже на регулярной основе. Не знаю, как часто, но вот в октябре они собирались один раз.
Это в сущности способ экономии. Здесь рассказывают, что делать со своими коммунальными платежами, как замерить потребление энергии, электроэнергии в своем доме. Все приборы выдаются по вашему же абонементу, как читателю, домой, для того, чтобы вы могли потестировать, как работает ваше газовое оборудование и подумать, где сэкономить, и получить консультацию по коммунальным платежам. Такое направление работы освоили очень многие публичные библиотеки Европы, и оно чрезвычайно популярно. Далее можно взглянуть на то, как организована культурно-образовательная программа по неделям. Очень обращает внимание на себя вот это недельное планирование, тематические кампании всевозможного направления, неделя детской книги, неделя молодежной книги, неделя триллера, неделя поэзии, неделя медиаграмотности, неделя денег, финансовая грамотность для молодежи, чтение и письма. И вот маленький логотипчик здесь в виде чайничка. Вы мне сейчас скажете, неделя чего обозначается вот таким символом, как вы думаете? Она здесь в списке есть. Против одиночества и социальной изоляции, знакомое нам всем направление работы. И то же самое, недели медиаграмотности организуются по принципу возраста для родителей или для детской аудитории. Как произведена расстановка? Библиотека приняла тоже довольно одиозную, но решительную, приняли они решительное такое, сделали решительный шаг, придумали 78 тем, которые обозначены цветом, и это тематические маршруты, познавательные маршруты для детей и взрослых. Нет обычной расстановки по дисциплинам или же по алфавиту. То есть, грубо говоря, повесть Чехова «Каштанка» может стоять рядом с советами по уходу за собакой или же ветеринарной помощью животным. То есть один раздел ведет к другому разделу. Как это было сделано? Конечно, они эту карту составляли очень долго и советовались, консультировались с самими пользователями. И точно так же, как в метро висит схема, как добраться от одной станции к другой, здесь у них на экранах сверху, тоже на потолке, отображаются эти схемы. Как вы видите, зеленый зал, Ой, это я уже перескочила. Да, здесь можно догадаться, что тематика природная и экологическая. Все залы очень, с точки зрения дизайнерского подхода, да, оформлены необычно, новаторски. Да, поработали библиотекари. Не знаю, насколько это удобно самим библиотекарям, но вот они где-то тихо сидят, консультируют, их даже не видно. Да, как вы видите, мы не сразу и обнаружим их в этом пространстве. Проект, который для Евросоюза тоже и для Нидерландов в частности оказался очень актуальным, это национальная программа содействия чтению. То есть после тестирования более 1 миллиона жителей Нидерландов оказались безграмотными. То есть из 17 миллионов 8% жителей Нидерландов плохо читают и плохо пишут. То есть это буквально базовая грамотность. И в участии в эксперименте, вернее, в исследовании проходили люди от 16 до 65 лет, то есть все возраста. И это связано не только с незнанием чужого голландского языка, но и родного своего голландского языка. Поэтому национальная программа решила подготовить читателя или начать эту программу воспитание читателя с пеленок. Программа направлена на детей до года. Буквально книжный старт. Любой родитель, у которого есть ребенок до года, может прийти, преодолев свою пострадовую депрессию, в библиотеку, пообщаться с другой мамой или с папой в декретном отпуске и получить большой чемоданчик с первыми книгами для малыша. Их можно стирать, они не рвутся, там есть диски с песенками, то есть это тот самый старт, который приобщает родителей к общению с детьми уже в библиотеке, общению через книгу. Программа дорогая, она продолжается и набирает обороты, в том числе и в других странах Европы.
Другая программа, которая имеет датское происхождение, «Живая библиотека». Этот проект «Живая книга» буквально означает общение с реальными людьми. Вы можете по этой ссылке пройти и посмотреть, как работает, и перевести через Google переводчик, и что это такое. Проект был основан на научном исследовании. Целый коллектив ученых, психологов, демографов работал над содержанием этого проекта. Это буквально энциклопедия предрассудков. То есть люди, которые по той или иной причине чувствуют стигматизацию в обществе или же любую дискриминацию по полу, может быть, или сексуальной принадлежности, по своему происхождению, религии, внешности, профессии, что угодно абсолютно, они могут рассказать свою историю. С ними проходит обширное собеседование, и они попадают вот в эту живую библиотеку, и точно так же эту живую библиотеку можно пролистать и выбрать, с чем ты хочешь познакомиться, с какой историей. В течение 20 минут в сопровождении волонтера, который организует безопасное пространство, объясняет правила игры, вы просто общаетесь с живым человеком, задаете любые вопросы. Это встреча 1 на 1. Это может быть человек, вот, например, вы против татуировок, вы выберете человека с татуировками. Почему, как, может быть, придете к какому-то в конце компромиссу. Или же у вас предубеждение против людей, кто сидел в тюрьме. Да, такие живые книги тоже есть. Конечно, это только для взрослых. И, конечно, требуется запись на такое свидание. И здесь все очень строго контролируется. Вы видите кадры из живой библиотеки разных городов Голландии. То есть борьба с предрассудками и стереотипами, и приучение людей жить в обществе, где каждый может интегрироваться, где нет отщепенцев. Это вот одно из направлений работы библиотек Европы. Мы видим, каким образом библиотека получает идеи. Из школьников старшего возраста и среднего возраста они набирают так называемых конструкторов или дизайнеров. Это люди, которые занимаются порождением идей. Им даются направления работы, и в течение года за пиццей они встречаются, чтобы придумать, что в библиотеке можно изменить, какие инновационные идеи можно предложить. Конечно, это то самое поколение, для которых нет никаких безумств и чудачеств, и к ним прислушиваются уже профессионалы и размышляют о том, есть ли рациональное зерно в этих групповых мозговых штурмах. Другой способ накопления идей на будущее – это ежегодный розовый чемоданчик, который они выставляют у входа и предлагают читателям, своим пользователям оставлять записочки о том, как будет выглядеть библиотека через 10 лет. Каким они хотят ее видеть, что они там хотят делать, и потом происходит общее обсуждение. То есть это тоже такой интересный демократичный способ получить обратную связь и мыслить стратегически. И, наконец, обязательно в своем отчете они указывают книги, которые были в топе за последнее время. Здесь они разбиты по залам, по возрастным категориям. И приятно видеть, что у нас есть книга, которая стоит на первом месте среди романов. Это Люсинда Райли. Поднимите руку, если Люсинда Райли есть и в вашем фонде. Вот ее читают по всему миру с огромным удовольствием. Я не буду задерживать ваше внимание, и есть еще немножко у меня о китайских библиотеках. Вы можете просмотреть дальше эту презентацию до конца. Обратная тенденция не укрупнения, а наоборот семейные библиотеки в огромных промышленных центрах Китая. Это тоже национальный проект библиотеки по соседству. То есть вот не укрупнение, где все находится в одном месте, а наоборот отделение библиотек и привязка их к семьям, где буквально люди сплачиваются вокруг ресурсов библиотечных. Спасибо за внимание. И напоследок наш образ, созданный нейросетью. Это мы, библиотекари. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые директора библиотек. Очень рада вновь
вас видеть в этом зале. Моя сегодня тема – это креативные технологии, как их можно применить именно в библиотеке. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, да, для понимания, нужно понимать вообще, что такое креативные технологии и к чему они ведут. Хочу сказать, что посмотрев информацию, да, не только в интернете, а в достоверных источниках, результатом креативных технологий является продукт. Продукт – это может быть и стихотворение, это продукт творческого труда человека, понимаете? Это продукт, который мы создаем с помощью интеллектуальных наших возможностей. Я, как уже говорила, это может быть стихотворение, это может быть картина написанная, это может быть произведение декоративно-прикладного творчества, это может быть сувениры и так дальше. Очень может много быть тут примеров, но я хочу сказать, что все эти креативные технологии, а точнее результаты, они являются частью экономических отношений. И куда сегодня государство как раз смотрит, да, на развитие именно креативной экономики нашего региона, и не только нашего региона, а за пределами нашего региона. И поэтому я предлагаю вам проанализировать вообще наши проекты, которые мы вместе с вами работаем над ними. Над некоторыми мы работаем уже более 20 лет. И посмотреть вообще с точки зрения, насколько они касаются именно креативных технологий. И постараюсь вам доказать, что все это ведет как раз к продуктам, создаваемым с помощью творчества, с помощью умственных возможностей человека. Это проект МЦП, уже не буду о нем говорить, да, можно много о нем говорить. 17 муниципальных образований сегодня до сих пор работают по этому проекту с предпринимательским сообществом. Это проект Центр поддержки технологий и инноваций. 8 муниципальных образований сегодня работают по этому проекту, да, они работают с изобретательским сообществом. Вот эти два проекта, они нацелены у них целевая аудитория 18+, то есть более взрослая, да, и в целом из этих двух проектов, из истории этих проектов начала развиваться у нас проектная деятельность, потому что мы поняли, что наше население, оно не совсем грамотно в области изобретательской деятельности, инновационной деятельности, предпринимательской деятельности. И здесь как раз нужно начинать с молодежи. Поэтому у нас возникли первый проект, это «Легион умников». Сами знаете, да, мы все подключались с вами к этому проекту. Мы создали центры поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства молодежи. Здесь заложены 2 конкурса. Первый – это школьный патент «Шаг в будущее». Вот там создаются как раз вот эти вот результаты интеллектуального творчества, да, это и декоративно-прикладное искусство, это интеллектуальные какие-то игры и так дальше. Не буду перечислять, очень много номинаций. Но вот чтобы их всех коммерциализовать, родился следующий конкурс. Это конкурс творческих проектов «Предпринимательство без границ». Там, где ребята на основе их изделий, да, творческого труда пишут проекты, именно анализируют свои риски, да, создания бизнеса на их территориях. Это очень важно. И я считаю, что здесь у нас очень хорошие есть эксперты, которые в дальнейшем могут помогать развивать этот бизнес и так дальше. Еще один проект, он достаточно молодой у нас и родился буквально на коленках. Многие, кто уже стал участников из районов, да, знают его. Это «Наука на колесах». Он стартовал у нас в 2023 году. Родился он как? Коми-научный центр. Там есть совет молодых ученых. Они достаточно активные ребята, очень часто к нам приходят в «Легион умников» для того, чтобы детям рассказывать о том, приблизить их к науке. Очень интересные проводят мероприятия с ребятами. Вот так он родился, но мы решили, как сказать, не только наша территория должна, и не только Сыктывкар, да, должен деток как бы привлекать к науке, но и на территориях. Поэтому это выездное мероприятие, когда Коми-научный центр совместно с нами, да, выезжает к вам, и там уже проводят ряд мероприятий. Что касается МЦП, вот те партнеры, да, которые могут помогать вот при создании бизнеса, ребятам, да, ваших территорий, там, где получить государственную, негосударственную поддержку, консультации любого рода. Я здесь так обозначила еще те районы, которые у нас уже перестали быть участниками этого проекта, а тем, кто задумывается, да, закрыть МЦП, возможно, по каким-то вам причинам, да, мы проанализировали ситуацию, закрытие МЦП просто вообще
библиотеках, я считаю, это невозможно, потому что услуги будут меняться. Налоговой инспекции на территориях осталось только 7 из 20 муниципальных образований. Предпринимателям идти некуда, поэтому в ваших услугах наторенная дорожка в библиотеку поможет вам и внебюджетные денежки заработать, и создать благоприятные условия для предпринимателей. Дальше, Центр поддержки технологий, инноваций. Я показала на слайде, какие муниципальные образования подключены, да, к этой деятельности. Здесь ваша основная задача быть навигатором, для того, чтобы вы могли помочь своему населению, да, с такими вопросами сложными разобраться, как зарегистрировать те или иные объекты интеллектуальной собственности. И здесь ваша задача просто перенаправить, рассказать где-то, поучаствовать в мероприятиях, собрать аудиторию заинтересованную, потому что у нас крайне много проходит онлайн-мероприятий, мы стараемся вас всегда подключать. И еще, что важно, хотела вам сказать о том, что вы входите в перечень организаций инновационной инфраструктуры. Эту информацию вы можете найти на сайте Министерства экономического развития. Возможно, она вам понадобится, да, для какой-то отчетности, поэтому используйте, тоже важно. Дальше по проекту «Легиона умников». Здесь я хотела показать инфографику за последний конкурс, который был проведен. И не для того, чтобы вы сейчас ужаснулись, кто-то участвовал, не участвовал, потому что есть города, которые вообще не участвуют. И я все-таки призываю не лишать своих детей возможности, во-первых, получать знания, во-вторых, продвигать свои проекты. В-третьих, у нас отличные спонсоры, они хорошие формируют подарочный фонд, они отлично консультируют по всем вопросам. Поэтому убедительно вас прошу, не игнорируйте. Вы просто найдите человека. Если даже ваша библиотека не может этим заниматься, вы перенаправьте в другие библиотеки. Например, модельные сейчас этим могут заниматься. У нас уже была практика, сейчас скажу, по-моему, Усть-Цильма, Воркута, вот они так и сделали, передали эту задачу в модельные библиотеки, и там дело двинулось. Вот, поэтому вот такие у нас показатели. Это касается предпринимательства без границ. Какие показатели ставили, указала, какие у нас получились по итогам. И важно здесь, говорю, распределяться и не бояться подключать свои возможности, да, ресурсы на ваших территориях. Но это общие по проекту показатели. Тоже можете себя посмотреть, увидеть. Следующий проект, он родился, как я уже сказала, да, у нас был и есть, и существует прекрасный конкурс «Школьный патент. Шаг в будущее». Там была номинация «Настольные игры». Мы столько получили игр за это время проведения, поэтому была необходимость просто их как-то реализовать так, чтобы этим играм мы дали жизнь, чтобы другие дети, они могли посмотреть, как другие дети изобретают, как можно получать с помощью игры какие-то знания, да, отраслевые. Хочу сказать, очень много пришло именно краеведческого характера игры. Мы взяли, написали заявку на президентский грант, получили поддержку в 2023 году. Вместе с вами мы реализуем на сегодняшний день этот грант, да. Вот так это все происходило. Было вот такие вот игры, показала, какие 5 у нас стали победителями. Вот так мы готовились к митапу. Одна игра тут занимала больше половины этого помещения. Она была такая напольная, ходилка. Указала темы, которые были наиболее востребованные. Вот это победители. Также каждый может посмотреть, да, может кого-то знает, потому что из ваших районов ребята. Это те, сначала у нас было 60 игры, мы собрали, потом провели конкурс с экспертами, выбрали 15, которых мы будем изготавливать с помощью типографии, чтобы они приняли достойный вид. И вы не представляете, да, вот здесь хотела, наверное, вот здесь больше рассказать. Даже не знаю где, но давайте тут. Вы не представляете, как дети... Когда они видели эти игры, у них прям были слезы на глазах от счастья, потому что они никак не ожидали, что, да, это было где-то нарисовано от руки на бумажке, там, я не знаю, черно-белым карандашом, и когда они увидели, они прыгали от счастья, слезы слезились, и вообще они настолько были в восторге, это так приятно создавать такую теплую атмосферу, ну вот,
в такой деятельности. У нас было 15 игр, был первый у нас такой опыт проведения этих игр. На каждую игру давалось только 5 минут. Ребята могли продемонстрировать и идти от стола к столу, переходили тоже. Это такой каламбур нам казалось, но на самом деле вышло все достаточно вообще, ну, фантастически, очень интересно, захватывающе, поэтому рекомендую также участвовать во всех проектах, не игнорировать нас. Вот я тут вывела, да, то, что каждая библиотека получит. В целом мы получили от 20 библиотек соглашения на то, что мы участвуем в этом проекте. Хотя вот в Уктыл и Таудара они не получили ни материально-техническую поддержку, ни игры, не проигрывают, на связь не выходят. Хотя у нас есть внутренний чат. Если что, вы меня можете найти сами ВКонтакте. Я вас подключу в этот чат. Все оперативные вопросы решаются там. Это очень хороший. Кроме того, мы один раз в месяц, в квартал всегда встречаемся с нашей командой по любым вопросам. Сейчас у нас это проходит в таком очень простом варианте, так скажем, беседы, вопрос-ответ, где мы примерно излагаем, что нового у нас было за эти 3 месяца, какие изменения, и спрашиваем в целом, что устраивает, что не устраивает и так дальше. Пока статистика показывает, что информации очень мало, а сроки у нас конкурса подходят к концу, нам необходимо в январе уже будет отчитаться перед фондом президентских грантов, поэтому мы очень надеемся на то, что вы все-таки чувство ответственности у вас сыграет, да, и вы выполните все контрольные показатели. Мы, конечно, будем страховаться, сами тоже побольше сделаем, чем у нас запланировано, но тем не менее призываю вас всех участвовать и не лишать своих детей возможностей и все-таки провести все обещанные мероприятия в сроки. Проект «Наука на колесах», вот там есть несколько мероприятий, тоже показала, какие районы участвовали у нас в этом проекте. Я думаю, что здесь, наверное, лучше всяких там рекомендаций можете спросить у тех же Усть-Кулома, например, у Галины Егоровны, да, она может взять слово, Пашнина Галина Егоровна, потому что мы были там, потом при Лузе мы были, Марина... Морозова Елена Павловна. Да, вот, то есть отличнейший проект, получили обратную связь, мы его будем продолжать в 2024 году. По задумкам, возможно, продолжить с помощью финансирования за счет, опять же, грантовой поддержки. Ну и, наверное, у меня как-то все. Я вас призываю быть умной библиотеке в обществе знаний, я призываю вас думать о молодежи, которая развивается, в которой будущее наше, давайте им возможности, ну и участвовать, не отказываться. И мы готовы идти на конструктивный диалог, если что-то устраивает, не устраивает, какие проблемы, отвечать на них. То есть мы открыты для общения, открыты в целом для любой поддержки. Еще, да, хотела сказать, завтра у нас торжественная церемония награждения по конкурсу «Предпринимательство без границ». Оно будет проходить здесь, в Большом читальном зале, с 14 до 15. И очень просим, у нас нет Усть-Вымь, Кайгородский район, Каркировский, Усть-Цилимский. Если есть возможность, да, пожалуйста, с 14... Ну тогда спуститесь нам в кабинет, в Легион умников, тоже все посмотрим, кого сегодня уже, может быть, у вас за сочинение, сейчас не владею этой информацией, нужно посмотреть. Вот. И еще хотелось бы сказать, что мы видим проект развития Легиона умников, потому что вы увидели, уже под Легионом умников у нас уже много разных подпроектов, и мы знаем, что без вас мы его просто не сможем осуществлять, потому что в Сыктывкаре, в городе у нас очень много для ребят возможностей, да, проявить себя, а вот в районах ваших где-то местечково, да, вы думаете о том, что им проявиться нужно, и, возможно, и они еще больше пока еще делают, может быть, что-то своими руками, да, у них больше на это возможностей. Поэтому я считаю, здесь нужно подключаться, мы всячески будем помогать, консультировать, и призываю вас все-таки... Здравствуйте, еще раз, коллеги. Да, еще раз. Тема моего доклада — сетевой проект управления птичьими процессами на базе АИП САПА Глобал, деловое взаимодействие. Речь в этом докладе пойдет о договоре, который вы все получили на прошлой неделе, в том числе о соглашении о совместной деятельности, которая связана с созданием единого информационного пространства библиотек Республики Коми. Очень красивая, мне кажется, фраза.
Значит, но прежде чем приступить к самому договору, я вообще думала, что у нас будет формат обсуждения, но сейчас уже нет времени никакого, поэтому быстренько пройдемся по пунктам договора, но чуть позже. Сначала я приведу аналитическую справку по библиотекам Республики Коми, как обстоят у нас дела с технической оснащенностью и с глобальным пространством, то есть сетью интернета. Господи, когда же это было? В середине ноября, спасибо вам большое, хочу выразить большую благодарность, потому что в середине ноября мы отправили такой опрос библиотекам Республики Коми, и вы очень быстро откликнулись, все вовремя и все в сроки. Давайте посмотрим, что у нас получилось из этого анализа. Значит, не зря я в прошлом докладе говорила то, что чтобы подключиться к проектам APA Global, не нужно иметь какого-то супероборудования, какой-то техники. Достаточно иметь компьютер, интернет и браузер. Конечно же, интернет должен быть надежным и устойчивым, безусловно. Чуть позже скажу, что значит надежный и устойчивый интернет. Значит, в 2023 году библиотечное обслуживание городского и сельского населения Республики Коми осуществляют 4 государственные библиотеки, а также 308 муниципальных библиотек, объединенных в 21 централизованную библиотечную систему. То есть всего у нас 312 библиотек по Республике Коми. Ну, на слайде представлены структурные подразделения подробно. Это потом уже ознакомитесь с ними. Значит, 283 структурных подразделения имеют сеть интернет, а в 29 структурных подразделениях сеть интернет отсутствует. Это библиотеки города Инты, Печоры, Усинского, Ухты, Кагородского, Харкировского, Сыктывдинского, Удрского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов. Очень жаль, что такая ситуация, конечно же, у нас в Республике Коми. Но, в принципе, в целом сказать, что неплохо. У нас 312 библиотек, из них 283 подключены к сети интернет. Значит, 244 библиотеки подключены. Есть разные типы подключения. Это, конечно, такой технический момент, возможно, вам непонятно. Но у меня как раз-таки оптоволоконный кабель выделен такой вот кружочек. Это и есть устойчивый, надежный интернет. То есть все библиотеки, которые имеют именно такой тип подключения, могут спокойно входить во все проекты APA Global, которые будут озвучены чуть позже. Конечно, мобильный интернет, прошу прощения, вернусь назад, и спутник — это больше филиалы, да, удаленные места нашей Республики Коми. Значит, из 283 библиотек, имеющих интернет, скорость у нас средняя получается от 1 до 10 мегабит в секунду. Но чтобы работать в системе APA Global, нужно иметь достаточно скорости 0,5 мегабит в секунду. То есть, если говорить про скорость, у нас в республике неплохая картина в целом. Значит, кроме того, из тех 283 библиотек, имеющих интернет, вы также прислали информацию, сколько у вас рабочих мест и сколько компьютеризированных рабочих мест. У сотрудников 1019 рабочих мест, из них с компьютерами 966, но печальная такая циферка, да, красненьким выделена. Это 541 рабочее место требует замены. То есть это уже техника морально и технически устаревшая. Что говорить про читателей? У нас 2596 мест рабочих. Ну, здесь, наверное, коллеги, вы добавили места, которые относятся к посадочные места, которые относятся к актовым залам, наверное, да, вашим. Но эта цифра, конечно же, будет меньше с точки зрения посадочных мест, где предполагалось бы стоять компьютер. Значит, 389 мест с компьютерами, и из них 174 требуют замены. Конечно, картина в целом по республике очень-очень даже не хороша, а плоха с точки зрения технической оснащенности. Значит, ну и давайте перейдем к самому договорчику о совместной деятельности по созданию единого информационного пространства библиотек Республики Коми. Значит, когда мы готовили соглашение по направлениям деятельности нашим совместным и данный договор, у многих из вас возник вопрос после получения этого договора, а что делать с договорами, которые были прежние? Потому что в давние времена мы подписывали договор на вступление в корпорацию «Чукар». Да? Как раз таки цель корпорации «Чукар», одна из целей корпорации «Чукар» была создание сводного электронного каталога. Корпорация «Чукар» на сегодняшний день существует тоже, но она существует не как корпорация, а как ассоциация. И мы решили, что этот договор мы будем аннулировать, назовем это так, простыми словами. Да? И договор о совместной деятельности пойдет на замену того договора.
Потому что вы, ознакомившись с этим договором, видели там множество проектов, в том числе и сводный каталог библиотек Республики Коми. Это не просто договор, хочется еще сказать, это договор-регламент, где указаны сроки вступления в разные проекты. Давайте поговорим о каждом пункте отдельно. Значит, хочется сказать, как раз-таки акцент сделать на шапку данного договорчика. Там указано, что это договор в целях расширения соглашения о сотрудничестве в области развития библиотечного дела в Республике Коми, да, которое мы в конце нашего сегодняшнего мероприятия подпишем. Так, давайте. Первый пункт данного договора – основные термины определения. Конечно, договор технический, и мы понимаем прекрасно, что вы, читая данный договор, возможно, некоторые вещи не до конца осознаете, поэтому привлекали технических специалистов для изучения данного договора. Основные термины определения здесь не буду перечислять, я думаю, то, что расшифровки всем понятны. Да? Конечно, молодцы, умницы. Значит, перейдем ко второму пункту – предмет договора. Как раз-таки основным предметом и целью договора стало создание единого информационного пространства библиотек Республики Коми. Простыми словами объясню, что это значит. Это наши корпоративные информационные ресурсы, которые мы создаем совместно, плюс наши корпоративные сервисы, прошу прощения. В данном случае это инструменты APA Global. Конечно, потребитель этих двух ресурсов является читатели и сотрудники. Сотрудники пользуются и корпоративными сервисами, информационными ресурсами, и корпоративными сервисами APAC Global. В рамках данного договора речь пойдет только про проекты сводный каталог. Что касается читателей, это проект «Единый читательский билет». Значит, я не буду зачитывать прям пункты этого договора. Да? Предмет договора продолжается. 2.3. Значит, основные цели – это автоматизация библиотечных процессов. Дальше сокращение финансовых, трудовых, материальных затрат, чтобы вы не тратили время, точнее материальные затраты на поддержку электронных каталогов, библиотечных информационных ресурсов, а также на автоматизацию библиотечных процессов. Потому что на сегодня дорогое оборудование, если говорить про автоматизацию в собственных процессах, это нужно покупать свои сервера и так далее и тому подобное. Это очень дорогостоящий процесс. Ну и, конечно же, важной целью это обеспечение свободного и равного доступа жителей Республики Коми к единой инфраструктуре библиотечных информационных ресурсов библиотек Республики Коми. Значит, какие проекты входят в ЕИПБ-РК? Такая аббревиатура появилась у нас. Это сводный электронный каталог документов библиотек Республики Коми, сводный электронный краеведческий каталог, свод редких книг Республики Коми и единый читательский билет. Ну и как раз таки вот здесь вот единый читательский билет написано с учетом соглашения о взаимодействии между государственными и муниципальными библиотеками Республики Коми по реализации проекта «Единый читательский билет». Значит, напомню, что у нас было соглашение, которое было разработано в 2022 году. Когда мы начинаем подключаться к этой системе, все понимают, что мы начинаем работать в единой базе данных читателей. А единая база данных читателей – это работа с персональными данными. Нас всех накрывает одним и тем же законом – это законом о персональных данных. Значит, по закону о персональных данных пользователь, то есть читатель, пришедший в библиотеку, должен подписать согласие об обработке своих собственных персональных данных, да, в разные библиотеки. Так мы сейчас работаем в единой, то есть подключаясь к этому проекту, создается единое пространство для записи читателей. Но в чем суть данного соглашения? Записываясь в одну библиотеку, точнее, если человек записался в одну библиотеку, например, допустим, в нашу, да, то вы, другие библиотеки, тоже видите его персональные данные. Поэтому речь соглашения идет о том, что мы передаем данные третьему лицу. Он же к вам еще не пришел, допустим, да, не подписал согласие об обработке персональных данных, поэтому соглашение идет, речь идет об этом. Тут все понятно сейчас, да? Кто сейчас в этом проекте, может быть, не до конца понимал, зачем это нужно соглашение о взаимодействии между библиотеками. Не волнуйтесь, библиотеки, кто до сих пор не в этом проекте. Вы тоже мысленно можете в любой момент подключиться, да, к проекту «Единый читательский билет», но чтобы не переподписывать каждый раз соглашение. Вы же понимаете, это 20
4-стороннее, получается, 25-стороннее соглашение, поэтому, чтобы его не переподписывать, мы включили сразу все библиотеки. Надеюсь, вопрос уже отпал на сегодняшний момент. Спасибо. Дальше, следующий пункт – это настоящий договор на правильное решение вопроса по подключению к пространству и его проектам. Значит, пункт 2.6 и 2.7 – это связаны, как мы оказываем техническую и конституционную поддержку. Я этот момент пропущу. Ну и, конечно же, самый важный пункт 2.8 – перечень услуг на безвозмездной основе определен в приложении номер 7. Конечно же, возможно, кто-то до сих пор не знает, либо забыл, что точнее, к любому проекту можно подключиться на безвозмездной основе, абсолютно. И к сводным каталогам, и к проекту «Единый читательский билет». Значит, третий пункт договора – это общее положение. Здесь я его пропущу, здесь нет ничего особенного. То, что в качестве сетевой среды используется веб-среда, потому что технология APA Global основана на этом. Значит, следующий пункт очень важный. Почему мы говорим, что это договор не просто договор, а договор-регламент? Это для тех библиотек, кто еще не вступил в какие-либо проекты, которые заложены в данном договоре. Значит, здесь сказано, что участие в библиотеке является, во-первых, добровольным. И 4.1 пункт, он связан с требованиями, которые необходимы, чтобы подключиться к проектам APA Global. Здесь я перечислять уже не буду. Скорость интернет не менее 512 килобит, либо это 0,5 было мегабит на предыдущих слайдах. Поэтому, в принципе, мы все обладаем такой скоростью интернет в Республике Коми. Значит, требования для отдельных проектов. Сводный электронный каталог документов библиотек Республики Коми. На сегодняшний день, так как вы вступили прежде в корпорацию ЧУКАР, вы по умолчанию находитесь все в этом проекте. Многие из ваших сотрудников звонили мне и спрашивали, а нужно ли отправлять заявки, потому что там еще есть приложение, ссылки на приложение в договорчике. В договорчиках нет, заявочки отправлять больше не нужно. Вы все по умолчанию, подписывая данный договор, находитесь в проекте «Сводный электронный каталог библиотек Республики Коми». Значит, дальше, следующий каталог – это сводный электронный краеведческий каталог. Даже тут есть свои нюансы по работе с этим каталогом. И свод редких книг Республики Коми. Я знаю, что на сегодняшний день Воркута в этом проекте, возможно, кто-то еще. Но все договоры, которые были прежде заключены, они аннулируются и становится действующим новый договор. Так, пункт 4.2. В пункте 4.2 начинаются разъяснения, как вступить в каждый проект и в какие сроки оказывается подключение. Здесь красненьким на слайде выделено, что в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки исполнителю мы включаем вас в сводный электронный каталог. Но сейчас это для вас не актуально, потому что вы все уже подключены к этому проекту. 4.3.1 пункт и 4.3.2 – это подключение к сводному электронному краеведческому каталогу и к своду редких книг. Здесь есть свои нюансы, тоже в подключении готовится в течение 10 рабочих дней. Этот момент мы упустим. Самый важный проект – это единый читательский билет. Здесь есть много нюансов. Вот, чтобы вступить в этот проект, внимание, библиотекам, которые в будущем становятся модельными, в следующем году станут моделями, то что, чтобы подключить вас в проект и настроить систему, нужно подать заявку за 30 рабочих дней. Какая обстановка состоит на сегодня? Быстренько, уже перед самым открытием начинаете звонить. Ксения Ивановна, что делать? Мы открываемся через неделю, у нас ничего не работает, ни один сотрудник не обучен. Конечно же, это не дело, потому что у нас тоже есть свой план работы у наших сотрудников, и мы физически и технически не успеваем подготовить вас, и чтобы вы вступили спокойно в проект. Поэтому здесь оговорены все важные пункты, которые нужно соблюдать. Самое главное – вовремя подать заявку на вступление в проект. Значит, на сегодняшний день в проекте участвуют следующие библиотеки. Это Воркутинская ЦБС, Книж-Погосская, Каркировская, Кайгородская, Печорская, Сысольская, Сыктывдинская, Сыктывкарская, Утрская, Эжвинская.
Первая библиотека была Сыктывкарская, которую мы подключили к этому проекту, потом Каркировская, это был 2019 год. Все остальные подключались по мере своих возможностей. Значит, у этих библиотек работает RFID-технология, радиочастотная технология для обслуживания пользователей. Я надеюсь, что вы знакомы с этой технологией, были у друг друга в гостях и знаете, что это такое. Значит, Национальная детская библиотека Республики Коми тоже к нам получилась. Они большие умнички, потому что у RFID-технологии есть у них только в одном зале. Это зал-абонемент. Правильно говорю, да? Детская библиотека. Все. Почему они умнички? Потому что они в других своих структурных подразделениях ввели ручную технологию ввода обслуживания читателей. И тут я хочу сделать акцент. Чтобы вступить в проект «Единый читательский билет», не нужно иметь еще раз суперское RFID-оборудование. Достаточно иметь компьютер, интернет, стол и стул. Да? Ну, максимум дополнительная техника – это принтер, чтобы обслуживать, записывать читателей. Также такие же умнички Троицко-Печорская ЦБС, у них квартал Южный является модельной библиотекой, они работают по RFID. Троицко-Печорская ЦБС, поднимите, пожалуйста, руку. Отлично. Ваша коллега, которая работает, ваш сотрудник, точнее, который работает в квартале Южный, просто замечательный. Такая она умничка. Она прошла все модули, прям от и до. Молодец, так что большой привет ей передавайте. Центральная библиотека и Центральная детская тоже перешли на ручную технологию, но пока не все модули внедрены в систему, только запись читателя, регистрация посещений. Усинская ЦБС, детская библиотека, они изъявили в прошлом году желание перейти на систему тоже автоматизации обслуживания читателей, но они сказали, что на RFID-технологии у них нет никаких денег, тем более детская библиотека имени Маршака делится опытом, то, что детки отрывают метки, как это красиво, да, звучит, детки отрывают метки из книжечек, а это очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому они решили перейти на штрих-кодирование и штрих-кодовую систему обслуживания читателей, и она тоже имеет место быть. Чтобы вы понимали, разница между RFID-технологиями и штрих-кодовой технологией – это почти в 10 раз цена ниже. Может быть, кто-то из вас подумает перейти на штрих-кодовую технологию в будущем. Конечно же, вы понимаете, что вас много, а мы одни. У нас специалист по ПАКу, можно сказать, пока 1,5 человека. Это очень маленький штат сотрудников. Поэтому, конечно же, при высокой загруженности специалистов-исполнителя или при возникновении в период подачи заявки инцидентов, инцидент в определениях сказано, что такое, это не запланированная ситуация, сбой в программе. Исполнитель вправе отложить прием новых членов до окончания модернизации. Но, конечно же, здесь такой нюанс. Исключением являются модельные библиотеки, которые мы здесь не озвучили. Если вы вступаете в данный проект, безусловно, вы будете подключены, даже если у нас какие-то форс-мажорные ситуации. Участник может выйти из единого информационного пространства по своей инициативе. Я думаю, что мы это пропустим. Обязанности и права участника. Конечно же, хочется подчеркнуть, здесь участник имеет право бесплатного использования ресурсов, поиск заимствованных записей, бесплатно использовать АИПС для автоматизации библиотечных процессов. Это очень важно. И бесплатно получать сопровождение согласно перечню бесплатных услуг, безвозмездных услуг. Участник обязан подавать заявки вовремя на включение. Каждый сотрудник участника обязан сохранять конфиденциальность. Пожалуйста, уважаемые директора, передайте своим сотрудникам, что передавать учетные записи по АПАКу и вообще по другим системам не рекомендуется. Просто еще раз передайте, пожалуйста, такую информацию. И другие пункты, которые здесь касаются, я думаю, что вы все ознакомились и все с ними согласны. Наши обязанности, конечно же, предоставлять услуги на безвозмездной основе, вовремя осуществлять техническую поддержку согласно приложению услуг, и обеспечить работоспособность АИПС. Такие важные моменты, которые я здесь выделила. Срок действия договора и условия расторжения. Настоящий договор носит бессрочный характер и вступает в силу со дня его подписания сторонами. То есть это будет сегодняшний день. Особые стороны, особые условия говорить не будем.
Это ссылочки идут на приложение о подаче заявки. Я уже вам сказала, то, что не нужно их формировать на данный момент времени, кто стоит в проектах текущих, ну, в разных проектах по текущему договору. Да, кстати, здесь указаны еще минимальные требования, которые необходимы. Ваш технический специалист может посмотреть, прежде чем будете вступать в проект. Ну и, конечно же, хочется сделать акцент на услугах на безвозмездной основе. Здесь расписан каждый модуль, который заложен в АИПС, и период, как там написано, господи, не вижу, последний столбец. Время оказания услуг, да, время оказания услуг. Здесь такой, конечно же, большой диапазон оказания услуг, потому что загруженность наших специалистов тоже высокая, вы должны это понимать. Я знаю, конечно же, что ваши сотрудники очень терпеливые, очень хотят быстро получить услугу, такое бывает, но мы не все сильны. Значит, вы понимаете, 312 библиотек в Республике Коми. В каждой библиотеке еще несколько структурных подразделений. Это все настройки и загруженность на систему и на наших специалистов. Поэтому в 2024 году мы будем разрабатывать некоторую такую схему, новую схему обслуживания пользователей АИПС. Это разработка дополнительного модуля администратора. Я знаю, здесь сидящие здесь давно об этом мечтают. Управление записями посещений и книговыдачи. Просто на данный момент это невозможно. Если ваш сотрудник на пункте регистрации зафиксировал посещение либо книговыдачу с какой-то ошибочкой, это исправляет только главный администратор, то есть администратор Национальной библиотеки Республики Коми. Управление записями на паспорта массовых мероприятий, выставки, справки консультаций, сервисные услуги, электронной библиотеки. Конечно же, из этого слайда вы понимаете, то, что для обслуживания читателей и при подключении к единому читательскому билету доступны все формы фиксации различных видов услуг. Это и паспорта, и справки, электронные библиотеки, и сервисные услуги, и не только посещение, и книговыдача, что вы понимали, да? Абсолютно все различные виды обслуживания пользователей. Плюс еще у нас есть информирование пользователей в том числе. Значит, конечно же, возникает такой некоторый диссонанс в голове, когда библиотека модельная становится, точнее филиал библиотеки становится модельным, да, а сама центральная библиотека не переходит на данную технологию. Вот по такому принципу пошли Троицко-Печорская ЦБС, вот они подключили ручную технологию в своей центральной библиотеке и детской. А филиал у них на РФИД-технологии. Поэтому мы призываем вас подключать свои именно центральные библиотеки. И была бы такая крутая модель обслуживания пользователей. То есть так как вы будете, ваши сотрудники на местах центральной библиотеки будут владеть ситуацией, владеть всеми модулями, они будут консультировать ваших других сотрудников из филиалов. А мы будем консультировать сотрудников из центральной библиотеки. Такая схема, такое взаимодействие, да, каскадное, будет очень-очень рабочей. И тогда качество, точнее, время оказания услуг ускорится во много раз. Так. У меня все. Спасибо за внимание. Давайте, коллеги, мне хочется завершить все-таки большой блок вопросов фондовый. Я бы очень хотела, чтобы свою реплику произнесла Елена Анатольевна Евлева, как раз тот эксперт и тот наш аксакал по фондам, на авторитет которого мы все время ссылаемся. Вот у нее есть замечательная именно реплика, которая будет всем очень полезна, потому что мне она была очень... И я хочу вам сказать, что из-за ее реплики мы уже сделали кое-какие действия, и эти действия были действенными. То есть мы поправили, откорректировали кое-кого из наших специалистов. Меня, может быть, и так услышат. Добрый вечер, коллеги. В общем, я теперь спустилась с небес на землю. Я теперь практикующий библиотекарь в отделе основного хранения фондов. Я сижу на выдаче и выполняю заявки. И что сподвигло меня сказать пару слов, именно то, что прилетает к нам от муниципальных библиотек по именно краеведческой составляющей. Вы же знаете, нам надо депозитарий-то наш сохранить, но он в таком состоянии сейчас находится, что просто хочется плакать. Особенно газетный фонд, и очень такие 60-х, 70-х годов издания краеведческие.
Депозитарий, да, значит, мы собираем краеведческую национальную литературу, которая издана на территории Республики Коми, за пределами территории Республики Коми, за рубежом экстериорику. Как бы это наша задача — сохранить, вернее, собрать, сохранить и передать следующему поколению. Но в ситуации, когда у нас каждый день прилетают заявки на газетные фонды, на художественную литературу, это становится все труднее и труднее. И поэтому вот мой призыв такой: просто сидя на обслуживании, выполняя заявки по МБА, я обратила внимание на то, что районы шлют заявки на не отраслевая чаще всего, а художественная литература, художественные произведения авторов, пишущих в том числе на коми-языке, из коми-районов. И меня вот это очень удивило и потрясло. Значит, то же самое по отношению к районным газетам. Я уже в очередной раз когда-то встречалась и говорила директорам, что свою краеведческую газету, которую вы получаете как обязательный экземпляр, собирайте, храните, как бы не выбрасывайте, совсем не обязательно 5 лет. Можно сохранить ее и на долгие годы, как бы, да, это все-таки история вашего района, хронология, где отражена. Если чего-то не хватает, в каждом доме, я думаю, выписывать районную газету, можно докомплектовать эту районную газету у частных лиц, да. И если вдруг у вас какие-то лишние экземпляры, и вы вдруг собрались списывать, согласуйтесь все это тоже с Национальной библиотекой, потому что у нас могут быть тоже какие-то пробелы. Вот эта часть, да, как бы газетные фонды. А художественная литература, я не веду речь отраслевой, хотя отраслевая тоже очень важна, как бы, да, я понимаю, что ее у вас бывает мало, в основном, как бы сейчас как соцзаказ, если у вас приходит, да, и вы получаете краеведческую художественную, в том числе приятно на стеллажах своих иметь вот эти красивые книжки, а старые книжки, да, куда-то либо убрать, либо списать, вот как бы списание это больше всего и напрягает. Прилетают заявки на старые издания, 50-е, 60-е года издания. Такая ситуация получается, что нету, что мы списали, или что такое происходит в наших районах, не только русских, но и коми в том числе, когда приходят заявки на художественную литературу. Поэтому огромная просьба, все-таки проконтролируйте, мы национальная республика, мы так должны себя любить, свое краеведение, даже если вот мы район, пусть и не коми, пусть и мы город, как бы, да, все равно мы живем в национальной республике, и краеведение списывать, категорически нельзя. Даже если книжка пришла в ветхость, вы все-таки сделайте попытку каким-то образом решить проблему, либо ее отреставрировать, это переплести, или как бы, вот у нас же есть очень большие обменные фонды, почему-то не хотят библиотекари брать старые книжки, некрасивые книжки, как бы, я не знаю, то ли установка какая-то, то ли что, но вы же знаете, что издается и переиздается очень мало, поэтому у нас большой ресурс, просто очень много краеведческой литературы в свое время мы передали тоже, потому что у нас было 5, 6, 7, 8 экземпляров, поэтому просто призываем. Уже знаете, что единственный экземпляр, он никогда к вам не придет в библиотеку, вы его не получите. У нас принято такое решение, что в единственном экземпляре по МБА не высылается, если только отсканируется. Поэтому трепетно, просто кланяюсь, пожалуйста, полюбите краеведение и национальную литературу в том числе. И если списывать, то это когда уж там страниц нет или там... Понимаете? А книга, которая была 50-е, 60-е годы издана, она будет уже библиографической редкостью. Это будет коллекция, и вы этим будете гордиться. И вам спасибо скажут поколения, которые потом придут еще в вашу библиотеку. Так что красивые книжки – это хорошо, но не забывайте о классике, которая у нас была. Елена Анатольевна, спасибо. Я все-таки еще закрывая тему, моя тоже реплика по поводу комплектования фондов. Да, ко мне дошла информация о том, что, знаете, директора озабочены тем, что на комплектование нет денег. Мы эту ситуацию ведь понимаем все, но когда я пришла, решение было такое мое, что перед министерством, в том составе руководства министерства, которое было до сегодняшнего дня, решать этот вопрос было очень сложно, потому что у каждого министра есть свое отношение к библиотекам. Они нас любят, но не все понимают, что это такое. И вот эта ситуация «любят, но не совсем понимают», вот это была как раз предыдущая ситуация. Там было биться бесполезно. Но сегодня министр, которая была у нас, после 2-дневного общения с ней, я, например, делаю такой вывод, что этот человек, с которым можно вести деловые разговоры. Она более склонна к пониманию сути библиотек, чем
профессионального искусства. И поэтому, конечно, вопрос о комплектовании, увеличении или вообще просто субсидирования, да, в связи с тем, что создаются модельные библиотеки, перед ней можно ставить. Я предлагаю такой вариант, например, от нашего совещания направить министру письмо с просьбой решать с правительством вопросы о комплектовании, учитывая, что федеральный проект идет, что поддержка 1 года недостаточная. Вы, каждый, кто сможет, если вы мне хоть какую-то доказательную или какую-то убедительность сможете сформулировать, вы мне пропишите просто в электронной почте, никакого тезиса, ничего официоза не надо. Напишите там на мою директорскую почту. Вот мы считаем вот это очень важно. Когда я обратилась уже не к министру, а к другому, к руководству пониже, мне сказано было, что все-таки порядка 8-9 миллионов в год – это сборная сумма федералы, муниципалы и республика. Она все-таки поступает. Просто когда деньги к вам поступают, это уже политика каждого из вас, директора. Как вы ими пользуетесь, этими деньгами? Ведь мы ездим по муниципальным библиотекам, по открытым, по модельным библиотекам, и мы делаем коллегиальный наш вывод, что эти деньги никак не поступают уже в сельские библиотеки. Не поступают они. Вы комплектуете центральные библиотеки. И это не первый случай, и не один случай, и не 2 случая. Это как бы общая такая практика скомплектовать центральную библиотеку. Вот у нас модельная библиотека в Гриве, там модельная библиотека в Зимовке. Зимовка 3-4 книги в год получает филиал. Это вы сами-то как-то анализируете вообще эту ситуацию. Даже если вы имеете в год там 200 тысяч, 300 тысяч из этих субсидий, вы думаете, что вы каким-то образом, какой-то принцип справедливости тоже у вас должен быть. Поэтому обращайте на это внимание. Дальше, по поводу фондовиков. Вот на слайде было, что Российская национальная библиотека очень хорошо учит фондовиков. Там большие цифры, 20 тысяч. Это очень много, конечно. Поэтому вот информация дополнительная. У них 2 потока в этом году было, бесплатных. Просто отслеживать надо. Это очень хорошее образование ваших фондовиков. И учитывая, что вот эта потребность есть, обучение компетенции фондовой, я потом дальше в наших дальнейших презентации там, или как разговора о совещаниях и основных мероприятиях, я тоже очень коротко скажу. Значит, и вот у вас есть вопросы еще какие-то вот ко мне, вот к теме фондов? Мы ее начинаем, продолжаем, и немножко больше я потом скажу, когда остановлюсь. По периодическим изданиям. Но я вам еще раз говорю, что это все-таки очень гибкая ваша политика должна быть внутри, и то обращение к министерству, которое сейчас мы составим, я уже привлеку все, что можно вообще выписать в доказательную базу, в убедительную базу для министра, и попрошу на разговор с ней, чтобы она вышла в правительство с этим вопросом. Но я вам говорю, что не при каждом руководстве это прям вот так вот это действует. Я же тоже принимаю эти решения, ну, как бы, учитывая личности, учитывая ситуацию, вот, которая, в принципе, существует. Сейчас она более благоприятствование. Это начало работы у человека, и я думаю, что вот сейчас вот очень удачный момент попасть в эту ситуацию, да, и как-то разрешить или, во всяком случае, найти себе сочувствие в этой ситуации. Итак, у меня там был вопрос вот на встречу укрепления сотрудничества, новые форматы. Я вам хочу представить Анастасию Дмитриевну Шибанову. Ей буквально несколько минуточек. Она очень коротко скажет. Это новый специалист. Почему в научно-аналитическом отделе появился новый специалист? Ну, во-первых, понимаете, возраст. Мы как бы боремся тоже за увеличение чего? Мы растим преемственность. Это первый вопрос. Второй. У нас все больше и больше модельных библиотек. И мы понимаем, что с модельными библиотеками нужно осуществлять несколько другой подход в формате методической деятельности и общения. Поэтому предложено так. Создать некое сообщество модельных библиотек, сообщество, и внутри этого сообщества определить такого координатора или драйвера, или просто оператора, который бы был связующим звеном между модельными библиотеками и между национальной библиотекой. Она скажет примерно, что ей сегодня видится в своей должности осуществлять. Она будет заниматься с каждой модельной библиотекой. Вот что она будет делать, она вам сейчас скажет. А вам к сведению, что у нас теперь появился специалист, который будет работать с вашими моделями. Вы можете ему заказы давать.
на ваших специалистов и так дальше. Коротко, Настя. Добрый день, коллеги. На данный момент мы успешно создали 51 библиотеку нового поколения. Был проделан огромный объем работы в период модернизации. Это новые благоустроенные пространства с уникальным дизайном, оснащенными самыми современным оборудованием. И многие действительно становятся культурными центрами. И таких примеров у нас немало. У нас имеются интересные наработки модельных библиотек, и мы предлагаем объединить усилия, создать союз модельных библиотек. Целью этого союза будет передача опыта, интересных практик и, конечно же, развитие модельных библиотек в Республике Коми, а также обучение персонала этих библиотек. Акцентирую внимание на ключевых направлениях деятельности. Здесь вы видите это компетенции сотрудников, аналитика деятельности библиотек, контент социальных сетей ВКонтакте, участие в сетевых творческих проектах и конкурсах. Одним из главных направлений деятельности, я считаю, является непрерывное образование сотрудников. Это повышение профессиональной компетенции. Здесь я предлагаю это организовывать и проводить конкурсы профессионального мастерства среди работников библиотек. Также планируется организация повышения квалификации кадров и обменом передовым опытом работы. Это проведение нашего межрегионального тренинг-семинара «Креативные индустрии. Инновационные технологии для библиотек» с участием спикеров из Москвы. Дальше планируется это Библиэкспресс, проект «Знания с доставкой на дом». Это знакомство библиотек с удаленными краеведческими ресурсами и популяризация их среди специалистов и населения региона. Ну и, конечно же, это поиск, изучение и ознакомление с инновационным опытом модельных библиотек для внедрения в практику нашей работы. Следующее, еще одним значимым аспектом, как мне показалось, это аналитика деятельности библиотек. Что это такое? Мы планируем регулярное проведение мониторинга по направлениям деятельности библиотек для определения потребностей в методических услугах и формирования прогноза для дальнейшего развития библиотек. Следующее это оценка опыта. Мы хотим сделать такую небольшую базу модельных библиотек нового поколения. Это фотографическая база будет модельных библиотек. Там будет собрана вся информация о библиотеках, предназначенных для пользования профессионального нашего сообщества. Ну и данную информацию мы будем пополнять, обновлять и выставлять на пространство. Это в нашем сайте Национальной библиотеки в разделе «Коллегам». Хочу еще уделить внимание модельным библиотек, что они неактивно ведут группы в социальных сетях ВКонтакте. Я призываю все-таки вести ее активно, потому что это главный источник для анализа активности библиотек в социальных сетях. Присутствие библиотек в социальных сетях помогает привлечь аудиторию и представить свои услуги, сервисы, проекты и инновационные мероприятия на широкую аудиторию. Для этого я предлагаю и призываю создавать интересные публикации, совершенствовать контент, использовать краеведческий контент также. И, конечно же, продвигать услуги, сервисы и свои проекты для населения. Еще могу сказать, что и уже говорилось, что мы некоторые активно, некоторые неактивно участвуют все-таки в участии конкурсов профессионального мастерства. Для этого создана группа ВКонтакте «Союз модельных библиотек Республики Коми». Что там будет у нас предлагаться? Мы будем информировать сотрудников модельных библиотек о новациях, введении в области нормативно-законодательной базы, обучающих мероприятий, планируемых проектов в Республике Коми и уже региональные. Точных форматов взаимодействия еще мы не продумали, но наметить и задумать уже можно намного больше, чем мы уже можем представить. Ну и заключение. Планируем создать карту модельных библиотек. Что она будет из себя представлять? Наподобие сайта федерального проекта «Национальный проект «Культура». Здесь вы можете увидеть на слайде фотографии карты, которая представлена на сайте библиотек нового поколения. На этой карте мы
постараемся отобразить точную информацию библиотек, в том числе это нахождение библиотек на карте, их данные отразить, это именно название, адрес библиотеки, статус, год модернизации, техническая оснащенность библиотеки, что она представляет, фотографии интерьера библиотеки, чтобы было визуально видно, какая библиотека прошла модернизацию в каком году и как она сейчас выглядит. Ну и мероприятия в рамках проектов. Какие мероприятия вы уже совершили в рамках грандиозных проектов? Спасибо большое за внимание. Мы очень надеемся на успешное сотрудничество и продуктивное взаимодействие. Надеемся, что наши модельные вообще библиотеки станут флагманами и будут действовать на благо нашего населения. Спасибо. Настя, спасибо. Я дополню только тем, что, еще она не отразила, что я думаю, что будут запланированы такие визиты модельных библиотек друг к другу. Это не будет не только виртуальное общение, не только онлайн, да, какие-то встречи. Я думаю, что это будет прямо настоящие физические общения с поездками в гости друг к другу. Вы же сами знаете, как это помогает каждому из вас, когда вы видите воочию и можете задавать вопросы, пощупать этот самый опыт, да?